Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. Основная деятельность Счетной палаты республики связана с осуществлением функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации. Ежегодно палата проводит контрольные экспертно-аналитические мероприятия. Народные депутаты на пленарном заседании утвердили отчет Счетной палаты республики за прошлый год. Как формируется план работы Счетной палаты, об этом сегодня мы и поговорим. Гость у нас в студии Алена Федорова, председатель Счетной палаты республики Саха. Алена Афанасьевна, здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот вначале я правильно отметила вообще про деятельность Счетной палаты республики? Какие полномочия у этого органа? Счетная палата Республики Саха-Якутия действует на основании закона республики о счетной палате. Она была принята в 2011 году, и потом правовой статус палаты, она была усилена. Мы сегодня являемся конституционным органом. Орган подотчетен Государственному собранию Иль-Тюмен, но при этом мы самостоятельно независимы в своей деятельности. Сегодня 13 основных полномочий палата исполняет. Это контроль за формированием и использованием бюджетных средств, экспертиза нормативно-правовых актов, которые связаны с расходованием бюджета, аудит закупок, мониторинг бюджетного процесса, за реализуемостью социально-экономического развития, стратегии СР Республики и многие другие. А вот по поводу итогов работы, которые были представлены в отчете, там что было-то? Ну, на сегодняшний день хочу привести цифры некоторые, о чем, в принципе, я говорила и на пленарном заседании 25 марта. Сегодня проведено счетной палатой 129 мероприятий за 2025 год, 9,9 миллиардов нами нарушения, в принципе, в рамках нашей деятельности. Хочу сказать о том, что сегодня вот эти 9,9 миллиардов рублей – это 66% нарушений при ведении бухгалтерского учета. По большому счету, это низкая квалификация наших работников финансовой службы и бухгалтерской службы всех учреждений Республики Саха-Якутия. И сегодня 393 миллиарда рублей было охвачено проверками средств за 2025 год. Из них 35,4 миллиарда рублей охвачено в рамках контрольных мероприятий, в принципе, из-за которого было много вопросов и ко мне во время пленарного заседания. Поэтому итоги достаточно большие. Из 9,9 миллиардов рублей это 4 миллиарда, это нарушения, которые мы выявили в рамках внешней проверки. Это когда мы проверяем достоверность отчетности всех главных распределителей бюджетных средств, которые они нам предоставляют за 2025 год. То есть сумма такая достаточно большая. А 3,5 миллиарда рублей – это нарушения, которые мы выявили в рамках контрольных мероприятий. Нарушения, связанные с низкой квалификацией работника. А это как? Ну, получается, там, не знаю, смету неправильно посчитали? На сегодняшний день основная доля нарушений – это при ведении, как вы сказали, не смету, а получается, что в бюджетном кодексе есть вообще в финансовой службе есть понятие селевые статьи. У нас сегодня все средства бюджета, они направлены по селевым статьям. То есть, если мы неправильно распределяем средства и при этом само использование средств идет по другой статье, это уже нарушение. То есть это вот почему мы говорим, это приведение бухгалтерского учета. И потом основная колоссальная сумма нарушений – это при предоставлении порядка, нарушение порядка предоставления субсидий. То есть на сегодняшний день наши главные администраторы и распределители бюджетных средств в целом, они распределение доводят до всех подведомственных учреждений на основании соглашения о субсидии, и там могут быть большие проблемы. И я всегда говорю, что на сегодняшний день вот сколько можно нарушать порядок предоставления, когда в принципе там все прописано. Такие нарушения есть. Так, хорошо, с этим разобрались. А вот когда проводилась аналитическая деятельность, может быть, были какие-то новые подходы или методы задействованы?
Я вот уже сказала, что у нас один из полномочий – это мониторинг бюджетного процесса и внесение предложений по совершенствованию самого бюджетного процесса. Да? И здесь в рамках этого полномочия мы начали все-таки углубляться в более тематические вопросы. В прошлом году мы в рамках, опять же, внешней проверки полностью вытащили расходы на аренду нашими главными распорядителями бюджетных средств. Эта сумма оказалась в размере 500 миллионов рублей. И, с одной стороны, здесь первая наша претензия была в том, что нету, например, в стоимостном отношении. Кто-то там арендует, ну, например, там за 3 рубля, кто-то за 1200, то есть разброс цен, да, вот аренды. И получается, что и нету вообще регулирования стоимости аренды, хотя вроде бы все являемся бюджетными учреждениями. Это первое. И второе, мы сделали мониторинг лекарственного обеспечения. Как вы знаете, в средствах массовой информации и вообще в целом население волнует данный вопрос. И мы то же самое увидели разброс цен по лекарствам. Одно и то же наименование цены, например, лекарство покупается там в районе 10 раз больше. Ну, это тоже никуда не годится. И я сразу еще хочу сказать, что сегодня, вот в 2026 году, уже по предложению главы республики и прокуратуры республики Саха-Якутия мы выходим уже на контрольные мероприятия по данной тематике лекарственного обеспечения. А как вообще так происходит? Ну, имею в виду, чем руководствуетесь, когда принимаете решение, какие контрольные мероприятия проводить, и, ну, смотря в какой организации? Ну, на сегодняшний день мы, как все контролирующие органы, все-таки у нас рискоориентированный подход – это в первую очередь, но особенность нашего органа внешнего контроля все-таки в том, что мы подотчетны парламенту, и для нас поручение Госсобрания Иль-Тюмен, которые они у нас формируют один раз в год постановлением Госсобрания, это тоже принимается на пленарном заседании, для нас это обязательно. То есть в прошлом году, если мы сделали 9 мероприятий, то в этом году 8 мероприятий, которые нам дают именно задачу, ставят и поручает Госсобрание Иль-Тюмен. Потом наш план формируется по предложению главы республики Саха-Якутия и по предложениям, которые нам предоставляют правоохранительные органы. Угу. Но вот была же проверка по разнице между льготным тарифом в жилищно-коммунальном комплексе. Вот эта работа. Расскажите, как прошла проверка, какие результаты? Ну, во-первых, в 2025 году это было предложение главы республики, которое мы привели как экспертно-аналитическое мероприятие. Как вы знаете, за 22, 24 и текущий 25 год 103 миллиарда рублей было направлено на данное направление. Да. Сегодня по закону государственный бюджет несет расходы на межтарифную разницу по ресурсоснабжающим организациям. Это достаточно большая сумма, и уже, например, в 2025 году это 8% от всей расходной части Республики Саха-Якутия. Мы хотим сказать, что сегодня эта тема достаточно глобальная, и сегодня все говорят о том, что у нас есть долги, это практически 28 миллиардов рублей. В 2026 году мы заложили в бюджет 40 миллиардов, но нам не хватает еще 20 миллиардов. То есть это уже такой глобальный вопрос. В первую очередь мы, конечно, ставим перед правительством, что все-таки за вот эту разницу межтарифную нам надо ставить вопрос перед федеральным правительством. Потому что Якутия достаточно большая, и на сегодняшний день эти затраты в любом случае будут расти. Другой вопрос, что оптимизировать эти расходы, мы нашли 3,6 миллиарда нарушений. Здесь у нас большие претензии все-таки Госком, ценообразование по тарифообразованию. И в 2026 году надо сказать, что благодаря нашей работе уже идет уменьшение тарифов по ресурсоснабжающим организациям в части норматива численности административно-управленческого персонала, в части дополнительных затрат по перевозке грузов. Ну и я хочу сказать, что в 2026 году, опять же, по предложению главы республики, мы выходим на контрольное мероприятие в отношении ГУП ЖКХ и ПТВС города Мирный. А вот касательно нарушений, да, ведь такая серьезная цифра. Возможно, здесь тоже имеет место быть, что какие-то есть люди с недостаточной квалификацией, возможно, вследствие чего ошибки были допущены.
В принципе, да, 3,6 миллиардов рублей – это та сумма, которую мы выявили. Из них, например, большая сумма, 1,2 миллиарда, это то, что заложено уже, как я уже сказала, в нормативе АУПа. То есть это те выплаты, которые, по идее, производственный персонал ГОП ЖКХ, она должна сидеть в тарифе, заработная плата, а АУП, он должен нормироваться. То есть, по большому счету, это вот тоже такое нарушение. Но у нас было экспертно-аналитическое мероприятие, и поэтому мы, естественно, эту сумму не предъявили. Но в рамках уже текущего года, когда мы выйдем на контрольное мероприятие, мы уже будем обследовать все составные части, в любом случае, тарифа, за которую у нас идет расходы государственного бюджета. Словом, предстоит еще большое расследование впереди. А если речь идет о взаимодействии с федеральным центром, например, со Счетной палатой Российской Федерации, но тут как принимается вообще решение об участии в каких-то совместных мероприятиях? Со Счетной палатой Российской Федерации у нас ежегодно проводится минимум 1 или 2 мероприятия. В прошлом году было 3 мероприятия. Один завершается в этом году, начался в прошлом году. В текущем 26-м году у нас тоже 2 мероприятия. Но здесь у нас система, да, все-таки контрольно-счетные органы, они в целом независимые в каждом субъекте. У нас нету такой вертикали, как в других федеральных структурах. Да. Счетная палата для нас это тот орган, который тоже нами, он не может нам указывать, и, соответственно, они нам отправляют предложения. Но исходя из ситуации и от зависимости от денег, которые сегодня было израсходовано в государственном бюджете, мы принимаем решение. Поэтому вот в прошлом году у нас было это дети-сироты, то есть тоже сумма 3 миллиарда была проверена, и предотвращение или ликвидация техногенных чрезвычайных ситуаций по природам, по лесным пожарам. Там тоже сумма достаточно большая, более 3 миллиардов рублей, то есть у нас федеральный бюджет достаточно много, да, и тут Айсен Сергеевич дополнительно деньги еще благодаря его усилиям были дополнены, и поэтому у нас за счет федерального бюджета мы практически ежегодно получаем более 2 миллиардов рублей. А какие вообще планы у Счетной палаты на текущий год? Планы на текущий год, они остаются. Это в любом случае мониторинг региональных проектов. Это проектов, которые поставлены президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным. И я думаю, что у нас поручение мы уже получили Госсобрание Иль-Тюмен. Это и весовой контроль на сегодняшний день, да. И у нас получается очень подведомственные учреждения. Мы будем детские сады, все дошкольные учреждения, кстати, совместная проверка со Счетной палатой Российской Федерации. За 7 лет мы будем проверять. Это тоже достаточно большой пласт работы. И я думаю, что у нас сегодня те поставленные задачи и главой республики еще поставлена задача, кроме контрольного мероприятия по ГОП ЖКХ, у нас также Айсеном Сергеевичем поставлена задача проверить якутский онкологический диспансер, который, как вы знаете, новое здание, да, оно тоже начало работать. И здесь мы проверяем, насколько они используют площадь, насколько высокотехнологичное оборудование и какие результаты вообще по излечиваемости. Все показатели это проходит через нашу, как говорится, проверку. И второе, мы будем проверять, опять же, по предложению главы республики, переданные полномочия по сельскому хозяйству. Как вы помните, в прошлом году впервые Министерством сельского хозяйства, правительством, да, были переданы деньги, субсидию на сельское хозяйство на уровень районов. Это переданные полномочия, и мы хотим все-таки 1 год, как это прожито, как израсходовано, и мы хотим, как экспертно-аналитическое мероприятие, выйти и проверить вот эти средства. Ну что ж, Алена Афанасьевна, хочется пожелать результативности в таком огромном пласте работы, который только предстоит выполнить. Большое спасибо, что пришли к нам сегодня. По возможности приходите к нам еще. Спасибо. Напомню, вы смотрели актуальное интервью. До встречи в эфире.